я Расул Аллах, то, что ты от меня берешь, это мне больше нравится, чем то, что ты для меня оставляешь. Анас говорит, от меня что хочешь, говорит. Сабит бин Кайс, радийаллаху анху, ушел себе домой. Начал плакать. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров. Хвала Аллаху, который озарил этот мир, создал в этом мире нашего господина всех творений Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Камаруль хидая ва каукабуль инаяти раббания. Сайидуна Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Луна наставления и звезда божественной помощи. Вашамсу диниль ислам. И солнце религии ислам. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху, который возвысил степень своего хабиба, своего любимца над всякими степенями. Хвала Аллаху, который оказал почет шараф умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, над всеми прежними общинами. Аллахумма я Раббана салли ва саллим ва барик аля сайидина. Просим у Всевышнего Аллаха салават, свою особую милость нашему господину, нашему пророку, нашему любимцу, нашему заступнику, свету наших очей, исцелению наших душ, Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям, который является озарением наших душ, который является питанием для наших сердец и который является нашей гордостью и наш василят к Всевышнему Аллаху, Мухаммад ибн Абдиллахи. Аллахумма салли ва саллим аля хабибик. Просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Всевышний даровал салават своему хабибу Мухаммаду. Столько, сколько Аллах любит его. И просим также Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Всевышний оживил наши сердца любовью к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И чтобы Аллах Всевышний освободил нас и всю исламскую умму от тех проблем и невзгод, в которых мы пребываем. Ва аля алихи ва асхабихи таслиман кафиран мубаракан фихи иля яумиддин. Амма ба'ду ибад Аллахи та'аля, уважаемые братья, рабы Всевышнего Аллаха, имам ад-Дайлами в своем Муснадуль Фирдаус приводит от Саидина Алиин радийаллаху анху, Саидуна Али радийаллаху анху говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афбатакум аля сирати ашаддукум хуббан ли ахли бейти ва асхаби». Из вас более стойкими, которые не будут скользить и которые будут твердо стоять на мосту сират, это те, кто больше любят мою семью и моих асхабов. Имам ат-Тирмизи приводит от Саидина Барирата радийаллаху анху. Саидуна Барират рассказывает, что Саидуна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ма мин ахадин мин асхаби ямуту би ардин илля бу'ита каидан ва нуран лахум яумаль кияма». Всякий из моих сподвижников, который умер в какой-то земле, кроме как Аллах Всевышний воскресит его для жителей этой земли предводителем и нуром для них в день суда. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Всевышний тех величайших сподвижников пророка, алейхи салату вассалям, которые похоронены на нашей земле, чтобы Аллах Всевышний делал их для нас кудватан, предводителями и в этом дунья, и в ахирате, и чтобы они были для нас нуром на нашем пути. Саидуна имам аль-Базар, рахимахуллах, в своем муснаде Бахру Захаир приводит от Саидина Джабирин радийаллаху анху. Он говорит, что Саидуна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна Аллаха ихтара асхаби аля thакалейни, инна Аллаха ихтара асхаби аля thакалейни сиван набиина валь мурсалин». Пророк, алейхи салату вассалям, говорит в этом хадисе: Всевышний Аллах сделал предпочтенными, то есть выбрал моих сахабов лучшими из числа людей, из джиннов, после пророков и посланников, алейхиму салату вассалям. Саллаллаху алейка, я сайиди, я Расул Аллах. Спросим у Всевышнего Аллаха салават и салам нашему посланнику Аллаха,
Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, тот, который воспитал этих великих мужчин, которые внесли такой огромный вклад в распространение ислама и захоронены в различных концах этого мира, от востока до запада. Сахабы, ридвануллахи алейхим, после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, многие из них, они покинули Медину и начали распространять ислам по всей земле, начиная Андалузии, Ирак, земли Ифрикия, земли Африки, восточные страны. И также, конечно, они дошли до наших земель, тоже до Кавказа, в частности, до Дербента. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, в Священном Коране упомянул сподвижников, упомянул народы тех пророков, которые были до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Всевышний Аллах рассказывает о асхабах пророка Мусы, о асхабах пророка Исы, алейхиссалам, хавариин. В Коране также Аллах Всевышний рассказывает и про асхабов нашего пророка, алейхиссалату вассалам, про ансаров, про мухаджиринов, про нукабаов. Аллах Всевышний Азза ва Джалля, рассказывая о пророке Мусе, алейхиссалам, в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтани раджим, ва мин кауми Муса умматун яхдуна бил хакки ва бихи я'дилун». Среди народа Мусы есть община, которая она на истинном пути. Яхдуна бил хакки ва бихи я'дилун. То есть они на истине и на правильном пути. Также Аллах Всевышний упоминает про сподвижников, про народ, каум пророка Нуха, алейхиссалям. Так что Всевышний Аллах говорит: «Ауду билляхи минаш шайтани раджим, ва ма амана мааху илля калиль». С Нухом, алейхиссалям, уверовавших было очень мало. Говоря же о сподвижниках пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах не просто рассказал, что у нашего пророка, алейхиссалату вассалям, есть сподвижники, есть асхабы, но Аллах Всевышний Азза ва Джалля ясным текстом сказал, что Всевышний Аллах доволен сподвижниками пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, вассабикуна ал-аувалуна минал мухаджирина вал ансар, валлазина табаухум би ихсанин, радiyallahu анхум ва раду анху. Те из числа асхабов, которые первыми приняли ислам, из мухаджиров, а также из ансаров, и те другие асхабы тоже, которые не первыми приняли ислам, а в последующем, которые приняли ислам, всеми ими, радiyallahu анхум, Аллах ими доволен, ва раду анху, и они тоже, сахабы, довольны Аллахом. Посмотрите, когда Аллах Всевышний рассказывал, как Аллах рассказал про сподвижников Нуха, как Аллах Всевышний рассказал про сподвижников Мусы, алейхиссалям. А что же Аллах говорит про сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям? Радiyallahu анхум. Аллах ими доволен, ва раду анху, и они довольны Аллахом. Также Аллах Всевышний говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, лакад радiyallahu анил му'минина, идh юбай'унака тахта шаджара». Аллах Всевышний доволен теми му'минами, которые дали присягу тебе под деревом. 1300 или же 1400 приводится сахабов, которые бай'атур ридван, тот присяга, который Аллах выделил их, что Аллах доволен этими сахабами, которые дали присягу пророку, алейхиссалату вассалям, что если дойдет до того, что им придется пожертвовать своими жизнями, то они пожертвуют и свои жизни тоже, чтобы спасать пророка, алейхиссалату вассалям, дабы для того, чтобы до судного дня калимату ля иляха илляллах на этой земле остался, чтобы Курануль Карим пророк, алейхиссалату вассалям, донес, чтобы сегодня такие, как мы с вами, мусульмане, чтобы могли собраться в мечетях, читать азаны, совершать джамаат, намазы и жить правильно по тем законам, которые Аллах Всевышний нам ниспослал, священный шариат. Посмотрите, уважаемые братья, что говорит Аллах Всевышний о сподвижниках пророка, алейхиссалату вассалям. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, хуа аллази анзаля сакината фи кулубил му'минин. В одном из газаватов Аллах Всевышний рассказал, что Аллах Всевышний не спаслал в
в сердца сподвижников сакинат. Это состояние спокойствия души. Аллах Всевышний успокоил, и это спокойствие в сердца, фи кулюби, внутрь сердец Аллах отправил. Что же касается других общин, то Всевышний Аллах говорит, что не в сердца отправил, ауду билляхи минаш шайтанир раджим, Всевышний Аллах сказал, что сакинат назалят илейхим ау алейхим. То есть Аллах отправил им сакинат, спокойствие. Или же сказал, что на них отправил сакинат. А что же касается сахабов Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Всевышний Аллах сказал, что отправил сакинат, спокойствие в их сердца. И какая же большая разница, если сакинат будет вокруг тебя, или будет, значит, над тобой, или же когда сакинат находится внутри сердец, который Аллах Всевышний даровал сахабам пророка, алейхиссалату вассалям. Эти сподвижники, уважаемые братья, Ахлу Сунна валь Джамаа, они убеждены, что все сахабы, ридвануллахи алейхим, что они все справедливые люди. И что им есть такой, Аллах Всевышний даровал им такую степень, что мы даже не в силах описать, настолько их небольшое есть дараджа. Но сегодня мы расскажем некоторые... То, что Аллах Всевышний упомянул в Коране, и также некоторые ситуации из жизни сахабов, и мы увидим, как сильно они возвеличивали пророка, алейхиссалату вассалям, как сильно они его любили, и как сильно они поддерживали его шариат. Всевышний Аллах Азза ва Джалля в сурату Аль-Фатх сказал: «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, инна арсальнака шахидан ва мубашширан ва надиран». О Мухаммад, мы не спаслали тебя свидетелем, мубашширан, дающим радостную весть, ва надиран, и увещевающим. То есть ты даешь радостную весть тем, кто уверовал, и ты предупреждаешь, что ад ждет тех людей, кто отказался от веры в Аллаха. «Литу'мину билляхи ва расулихи». И Аллах Всевышний повелевает, чтобы вы уверовали в Аллаха, то есть Аллах отправил Мухаммада, алейхиссалату вассалям, чтобы мы полноценно уверовали в Аллаха и Его посланника. «Ва туаззируху ва туаккируху». И дабы мы помогали Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, Аллах приказывает помогать Мухаммаду, поддерживать его. «Ва туаккируху», и чтобы уважали его, возвеличивали его. «Ва тусаббихуху букратан ва асилян», и чтобы вы прославляли Всевышнего Аллаха по утрам и вечерам. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, повелевает нам, чтобы мы прославляли Всевышнего, упоминали Его. И также Аллах Всевышний Азза ва Джалля повелевает нам, чтобы мы оказывали помощь и почитали пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сахабатуль кирам, почтенные сподвижники, они были те люди, которые поддержали распространение ислама, и которые помогли пророку, алейхиссалату вассалям, и они стали причиной распространения ислама во всем мире. Уважаемые братья, говорить о сподвижниках, говорить о ученых людях, говорить о наших праведных предшественниках, это то, в чем мы очень сильно нуждаемся, в поминании их наследия, поминании их историй, и также в поминании того, как они возвеличивали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как они возвеличивали шариат, с которым пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Мы очень сильно нуждаемся в этом, дабы этим подкрепить и наши сердца тоже. И во главе всего этого, конечно, стояла ихняя сильная любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Саидуна Али, каррамаллаху ваджхаху, когда его спросили о тех особенностях близости с пророком, алейхиссалату вассалям, что Али, радiyallahu анху, был настолько близок к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и его спросили: как вы любили пророка, алейхиссалату вассалям? Он отвечает: радiyallahu анху, кана сайидуна расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ахабба илейна мин амвалина ва анфусина ва ауладина ва абаина ва уммахатина ва миналь ма'иль бариди аля зам'a. Сайидуна расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям был для нас наиболее любимым, чем даже
наше имущество, чем наши жизни, чем наши дети, чем наши отцы и матеря, и чем холодная вода жаждущему человеку. Саидуна Харисату ибн Ну'ман, радийаллаху анху, согласно тому, что рассказывает Ибн Саад в своей книге Табакат и имам ат-Табарани, также в Му'джамуль Кабир и другие мухаддисы, что Харисат ибн Ну'ман, радийаллаху анху, он был в Медине соседом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Просим Аллаха для нас соседство с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, джаннатуль фирдауси, амин. Саидуна Харисат ибн Ну'ман, будучи соседом пророка, алейхи салату вассалям, он имел немало территорий вокруг мечети пророка, алейхи салату вассалям. И каждый раз, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, женился, Харисат ибн Ну'ман, радийаллаху анху, часть своих помещений уступал, отдавал пророку, алейхи салату вассалям. И однажды, когда Фатимату Захра, радийаллаху анха, когда она переселилась, сделала хиджру из Мекки в Медину, она обняла посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обнял ее, и Фатимат, радийаллаху анха, говорит своему отцу, нашему пророку, алейхи салату вассалям: попросил бы ты у Харисата ибн Ну'мана, чтобы он подарил бы тебе какую-то часть помещения, какую-то комнату, чтобы я была ближе к тебе. Сайидуль Хая, господин стеснения, самый стеснительный человек, наш Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инни стахьяйту ан ас'алюху фаниятан». Я стесняюсь попросить у Харисата еще помещение. И так столько он предоставил. И когда до Саидуна Харисату ибн Ну'ман, радийаллаху анху, когда дошли эти слова, что пророк, алейхи салату вассалям, что он хотел бы, чтобы Фатима жила рядом, но он постеснялся спросить у Харисы, Харисат, радийаллаху анху, тогда он быстро пришел и говорит: «Я Расул Аллах, клянусь Аллахом, я и мое имущество вакфу для Аллаха и его посланника. Я Расул Аллах, то, что ты от меня берешь, это мне больше нравится, чем то, что ты для меня оставляешь. То, что ты взял от меня, вот это я люблю. То, что у меня осталось, оно для меня никакой цены не имеет». И он оставил помещение для нашей комнаты, для Фатимат, радийаллаху анха. Уважаемые братья, хуббун камилюн фиги бадлюн фи сабилилля. Там, где есть полноценная любовь, там должно быть расходование тоже на пути Всевышнего Аллаха. Как сахабы, ридвануллахи алейхим, как они расходовали, для нас тоже это пример. Действительно, это красивый и правильный пример, как надо совершать базль. Расходование фи сабилилля. Пусть Аллах Всевышний дарует нам такие сердца, которые будут свое имущество тратить на те пути, в которых есть довольство Всевышнего Аллаха. Сахабатуль кирам, ридвануллахи алейхим, они любили пророка, алейхи салату вассалям, и были помощниками его шариата. И в сердцах сахабов, ридвануллахи алейхим, было возвеличивание пророка, алейхи салату вассалям. Настолько они возвеличивали пророка, алейхи салату вассалям, что они соревновались между собой, кто больше будет уважать, кто больше будет любить, кто больше будет почитать пророка, алейхи салату вассалям. История известная, которую приводит имам Бухари, Абу Дауд и другие мухаддисы, которые приводит Урват ибн Мас'уд, радийаллаху анху, еще до принятия ислама, когда он присутствовал на договоре, мирном договоре Худайбия, и когда он вернулся, он рассказывает, то есть еще до принятия ислама, он рассказывает, значит, курайшитам: «Я каум, о народ, говорит, клянусь Аллахом, я видел царей в своей жизни, я видел Наджаши, эфиопских царей, я видел Кайсара, римский цезарь, я видел Кисру, видел персидского царя. Фама раайту ахадан юаззиму ахадан ва юхиббу ахадан кахуббин ва та'зими асхаби Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалям». Но я никого не видел, чтобы кто-то так почитал, или чтобы кто-то так кого-то любил, как асхабу Мухаммада любят Мухаммада, алейхи салату вассалям. Калю ва ма раайта. Курейши спрашивают: что ты увидел такого? Каля, он сказал: ма танахама шей'ан илля ва талакаха бикаффин ядуллю биха ваджхаху ва лихьятаху.
И каждый раз, когда пророк, алейхиссалату вассалям, если он плевал, этот плевок они ловили и протирали этим плевком пророка, слюной пророка, алейхиссалату вассалям, протирали свое лицо и свою бороду. «Вама такалляма илля ва ансату ли каулихи». И каждый раз, когда он говорил, они молча его слушали. «Вама таваддаа». И каждый раз, когда он делал омовение, «Илля вакаду яктатилюна аля фадли вадуихи». И каждый раз, когда он делал омовение, они ждали, пока пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы остатки воды от его омовения, чтобы для бараката брать их. «Вама кану яхуддуна назара ли ваджхи иджлялян ва та'зиман лаху». И они пристально пророку, алейхиссалату вассалям, на его лицо не смотрели, возвеличивая его. И вот здесь вспоминается также почтенный сподвижник Амр ибн ас, радийаллаху анху, то, что приводит саидуна имам Муслим в своем достоверном сборнике. Амр ибн ас говорит: «Ма мин ахадин ахаббу илайя мин расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Для меня не было никого более любимого, чем посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям после принятия ислама. До принятия ислама Амр ибн ас, Халид бин Валид, Абу Суфьян, еще многие другие сахабы, которые воевали с пророком, алейхиссалату вассалям. Но когда они приняли ислам, посмотрите, это уже совсем другой человек. Ислам, с принятием ислама все прощается. Аллах прощает все, что у него было до этого. И искренне принявший ислам, его жизнь, его внутреннее состояние, его поступки, все меняется. И это довод для нас Амр ибн ас. Он говорит: для меня никого не было более любимого, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Валякинни, но однако, говорит, я не мог пристально, не мог посмотреть, говорит, на лицо пророка, алейхиссалату вассалям. Если вы меня даже спросите описать его, какой он был, я не смогу, говорит, его описать, говорит. И поэтому Кааб ибн Зухайр, радийаллаху анху, говорит: «Лямма назарту иля анварихи сатаат, вадату мин хифати каффи аля басари, хауфан аля басари мин хусни сиратихи, фалесту анзуруху илля аля кадарин». Радийаллаху анху, Кааб ибн Зухайр говорит, описывая красивого пророка, алейхиссалату вассалям: «Когда я смотрю на его нур, на свет пророка, который от него исходит, то я от страха за свое зрение ставлю ладони на свои глаза, боясь, что я могу ослепнуть от этого нура. Фалесту анзуруху илля аля кадарин». И если я на него смотрю, то я смотрю только с почетом и уважением. Саллаллаху алейхи вассалям. Сахабатуль кирам, почтенные сподвижники, уважаемые братья, они соблюдали очень большой адаб, очень большое уважение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Один из арифинов, один из хороших, праведных людей сказал: «Иджа'аль ильмака мильхан ва адабака дакикан». Ты делай так, чтобы твои знания были солью, а твой адаб, чтобы был мукой. Когда мы тесто месим, у нас мука бывает целый тазик, на него что бывает у нас? Щепотка соли бывает. И он говорит: ты делай твои знания солью. То есть пусть у тебя знаний будет столько, сколько соль добавляешь. Но пусть твой адаб, твоя воспитанность, твое уважение будет столько, сколько муки. Наша беда нашего времени, то, что у нас знания как мука, наверное, и знания тоже, хотя мы думаем, что столько есть порою, многие так думают, а адаб, наверное, как соль. Поэтому в первую очередь, братья, в первую очередь всегда сахабы, у них был большой адаб. И этим они достигли. И всегда мы, когда мутаалимами были с Адруддином, Таалим Мутаалим, первая книга, которую мы начали с интересом читать, там что было написано? «Ма наля ман наля илля бил адаби, ва ма саката ман саката илля битаркил адаби». Все, кто что-либо достиг в этой жизни, не дунья вещах, а ахиратских вещах, в знаниях, в дараджа, он достиг, потому что у него адаб был, этикет был к своим учителям, к своим друзьям, к своим братьям по вере. И каждый, кто упал, то есть каждый, кто что-то потерял, он где-то адаб оставил. И это первое, чему учат мутаалимов, чему учат студентов, талибов, чтобы они изучали адаб и чтобы сохраняли адаб. И это адаб. И
во главе тех, кто были самыми воспитанными, это сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Как-никак они получили это воспитание от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, господина всех воспитателей и господина всех учителей. И Всевышний Аллах Азза ва Джалля дает нам воспитание. Аллах Всевышний учит нас, чтобы мы были адабными. И Аллах не спасает в священном Коране аят «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим» «Ла тадж'алу ду'a ар-расули байнакум ка ду'а'i ба'дикум ба'да». Вы не называйте Мухаммада, то есть вы не называйте посланника так, как вы друг друга называете. Мы говорим: «Эй, Мухаммад, эй, Ахмад, эй, Фулан, эй, Вали». Так нельзя. К пророку, алейхиссалату вассалам, прийти и сказать: «Я Мухаммад». Нельзя. «Я Расуль Аллах», «Я Наби Аллах», «О пророк Аллаха», «О посланник Аллаха». То есть обращайтесь к пророку, алейхиссалату вассалям, и не возвышая голос, говорите с ним тихо и не называйте его по имени. Всевышний Аллах Джалля Джалялуху дает нам воспитание. В первую очередь адабу мы берем из Корана. Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману ла тарфау асватакум фаука саутин набийи ва ла таджгару лаху бил каули ка джахри ба'дикум ли ба'д ан тахбата а'малукум ва антум ла таш'урун. О те, которые уверовали. Аллах Всевышний обращается к верующим людям. Вы не возвышайте ваши голоса сверху голоса пророка, алейхиссалату вассалям. Когда он разговаривает, вы должны слушать. И это аят, уважаемые братья, он не отменен. Даже после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, этот аят, он еще действует. Хоть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, между нами, если даже нету, но Курануль Карим есть. Поэтому, когда Коран читает, надо слушать. Когда имам вааза делает, рассказывают хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ход пророка, алейхиссалату вассалям, здесь нет, его хадис есть. Какой адаб ты держишь к пророку, алейхиссалату вассалям, при его жизни? Как бы ты себя повел? Когда ты слышишь его хадис, когда ты слышишь, что есть хороший маджлис, где рассказывают хадисы, ты должен там такой же адаб держать, как бы ты при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, делал. «Валя таджгару лаху бил каули». Аллах учит нас, чтобы мы не поднимая, когда с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, говорим, чтобы мы громко не говорили, подобно тому, как вы друг с другом говорите. Аллах говорит: как вы друг с другом говорите, с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вы так не говорите. С ним тихо говорите. Это может все ваши хорошие деяния испортить. Если вы такой адаб потеряете к пророку, алейхиссалату вассалям, все хорошее, что вы делали, вы можете потерять. И вы даже не узнаете, говорит Аллах. Почтенный сподвижник, которого назвали Хатибун Набийи, Хатиб, хутба читающий перед пророком, алейхиссалату вассалям, Табит ибн Кайс ибн Шаммас, радiyallahu анху, когда пришла делегация Бану Тамимов, которые были поэтами, которые были красноречивыми, они читали стих, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Сабиту ибн Кайсу: Сабит, выйди, ты Сабит, хатиб пророк. У пророка, алейхиссалату вассалям, были шуараи, были поэты, которые воспевали пророка, алейхиссалату вассалям, которые защищали его в своих стихах. А Сабит бин Кайс, он был из таких красноречивых людей, и когда Бану Тамим читали стих про свое племя, Сабит бин Кайс по приказу пророка, алейхиссалату вассалям, он был голосистый, у него голос был, как наши братья Садрудин, они читают красиво маулид, они как восхваляют пророка, алейхиссалату вассалям, когда они читают, стены дрожат, джазахумуллаху хайран. Также этот сподвижник громко, красиво, он прочитал стих, и пророку, алейхиссалату вассалям, он понравился, как он почитал хутба, и красивее, чем Бану Тамимы. И теперь, когда был ниспослан этот аят, где Всевышний Аллах говорит: не возвышайте ваш голос над голосом пророка, алейхиссалату вассалям, все ваши деяния, они испортятся. Сабит бин Кайс, радiyallahu анху, ушел себе домой, начал плакать, и не отделился от всех людей, не выходит. Эй, Сабит, что с тобой случилось? Почему ты до такого состояния дошел?
Сабит говорит: я переживаю, что все мои деяния разрушились, и я не знал, ведь я читал хутбу перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть я громко разговаривал перед пророком, алейхиссалату вассалям, и я переживаю, боюсь, что я даже не знаю, но из-за того, что я возвысил свой голос перед ним, вполне возможно, что мои деяния, они испортились. Когда это дошло до наставляющей милости, до пророка, алейхиссалату вассалям, он отправляет к нему в его дом и говорит ему, чтобы передали Сабиту, и дает ему радостную весть: «Ля табки фа иннака мин ахлил джанна я Сабит». «О Сабит, не плачь, воистину ты из обитателей рая». Этот хадис приводит имам Бухари и Муслим. Усман ибн Аффан, радийаллаху анху, когда он был делегатом от пророка, алейхиссалату вассалям, в Мекку, и его род, Бану Умайя, они собрались и говорят: раз ты пришел, пророку, алейхиссалату вассалям, тот год они не разрешили умра делать, а Усман, который пришел на переговоры в Мекку, Бану Умайя, у них есть большой тухум, у них есть большая поддержка, и они говорят, что Усману: тебе разрешаем таваф совершить вокруг Каабы. Раз пришел в Мекку, ты можешь совершать таваф, хотя другим мусульманам они не разрешили. Усман говорит: «Ма'ад Аллахи анатуфа кабля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Пусть Аллах убережет меня, чтобы я сделал таваф до посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Однажды Аббаса, радийаллаху анху, который является дядей, брат отца пророка, алейхиссалату вассалям, его спрашивают: «О Аббас, кто из вас старше, ты или посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» Аббас, радийаллаху анху, со всем почетом, с уважением, он говорит: «Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, старше меня, но я родился раньше него». Это адаб, уважаемые братья. Поэтому, если человек, который не то, что он алим, если на одну букву он что-то больше даже знает, всегда делай этому человеку адаб. И хоть даже ты раньше него родился, но он на одну букву больше знает, и этой букву хурмат, уважение должен сохранить. Сахабатуль кирам, ридвануллахи алейхим, они очень сильно любили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возвеличивали его. И ихние примеры, они для нас действительно они необходимы. Они жили, сахабы, они так жили, что среди них находился пророк, алейхиссалату вассалям. Но, уважаемые братья, хотя среди нас пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сейчас мы не видим, в Коране Всевышний Аллах говорит: «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, ва аламу анна фикум расулуллах». Вы знаете, что среди вас есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть Аллах Всевышний не спасал это сподвижником при жизни пророка, алейхиссалату вассалям. Также, уважаемые братья, и это было той, конечно, причиной, которой сахабы, они получили именно воспитание от самого пророка, алейхиссалату вассалям. Это тарбия, это воспитание имана, воспитание ислама, пророческое воспитание, оно не завершилось, братья. Оно останется до судного дня. Кто возьмет его, он возьмет. Кто не возьмет, этот человек из гиблых людей, да убережет нас Аллах от этого. И это воспитание продолжается, уважаемые братья, в тех больших сборниках хадисов, которые собрали наши мухаддисы, наши ученые, и защищали сунну пророка, алейхиссалату вассалям, отделили лживые хадисы, отделили вымышленные хадисы и сохранили достоверную сунну пророка, достоверные хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, которые до нас наши имамы читают и нам рассказывают. Кади Ияд, рахимахуллах, в своей книге «Шифа», Кади Ияд в своей книге «Шифа» рассказывает про Умара, радийаллаху анху. Умар, находясь рядом с могилой пророка, алейхиссалату вассалям, просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Всевышний наделил нас зияратом к могиле пророка, алейхиссалату вассалям. Аминь. Будучи рядом с могилой пророка, алейхиссалату вассалям, Умар плакал
и говорит: «Би аби анта ва умми я Расул Аллах». Я жертвую ради тебя моим отцом и матерью, о посланник Аллаха. Твой почет, твой дараджа, твоя степень перед Аллахом дошла до того, что Аллах в Коране сказал: «Ауду билляхи минаш шайтани раджим, ман ата'ар расуля факад ата'а Аллах». Кто подчинился посланнику, он подчинился Аллаху. Я жертвую ради тебя своим отцом и матерью, о посланник Аллаха. Твоя степень перед Всевышним Аллахом дошла до того, что Аллах Всевышний сделал тебя последним из пророков и упомянул тебя первым среди них. Аллах сказал: «Ауду билляхи минаш шайтани раджим, ва ид ахадна минан набийина митакахум». В то время, вспомни, о Мухаммад, когда мы взяли завет от тебя, мисак, и также ваминка, «Ва ида хадна минан набиина», вспомни, о Мухаммад, когда мы взяли завет от пророков. «Ваминка», также взяли от тебя «Минан набиина», «Ваминка ва мин Нухин». От тебя взяли, от Нуха взяли, «Ва Ибрахима, ва Муса, ва Иса бни Марьяма». Первым Аллах Всевышний упоминает в этом аяте пророка, алейхиссалату вассалям. И хотя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, последний из анбияов, Аллах его упоминает первым. «Би аби анта ва умми я Расул Аллах», я жертвую ради тебя моим отцом и матерью, о посланник Аллаха. Твоя степень перед Аллахом дошла до того, что жители, обитатели ада, те, кто в джаханнаме будут находиться, они будут мечтать о том, что подчинились бы они тебе. Ауду билляхи минаш шайтани раджим. Якулуна я лайтана ата'на Аллаха ва ата'на Расуля. О, жаль, что мы не подчинились. Жаль, что мы не подчинились Аллаху и не подчинились посланнику, будут говорить они. Би аби анта ва умми я Расул Аллах. Я жертвую ради тебя своим отцом и матерью, о посланник Аллаха. Ты делал хутбу, поднявшись на пень в мечети Медины. И когда сподвижники для тебя сделали минбар, для того, чтобы лучше тебя слышать и лучше тебя видеть, то пень, с которого ты слез, на который ты больше не залезал, он из-за разлуки с тобой начал стонать, и ты слез с твоего минбара, ты обнял этот пень, успокоил его. О, я Расул Аллах, твоя умма же, она более нуждается в том, чтобы у них были эти чувства любви к тебе, которые были у этого пня. Я Расул Аллах, если Всевышний Аллах дал Мусе ибн Имрана камень, скалу, с которой выбились родники, «Фама зака би а'джаба мин асаби'ика аш-шарифа», но чем это еще более удивительно твои благословенные пальцы, через которые, когда ты поставил в малую воду, из них эта вода в твоих пальцах начала увеличиваться, саллаллаху алейка вассаляма. Я жертвую ради тебя моим отцом и матерью. Если Сулейман ибн Дауд, Аллах Всевышний сделал для него подчинение ветер, который за один день мог проходить расстояние 1 месяца, и также на обратке тоже мог за такой же день, то есть за 2 дня он проходил расстояние 2 месяцев. Я Расул Аллах, разве это удивительно? Но Аллах Всевышний дал тебе еще более удивительно. Аллах дал Всевышний тебе бурак, на котором ты делал один шаг которого калям хатиль басар, как расстояние горизонта. Я жертвую ради тебя моим отцом и моей матерью, я Расул Аллах. Если Всевышний Аллах даровал Исе ибн Марьяма оживление мертвецов, Аллах дал ему му'джизат, чудо, что он оживлял мертвецов. Но чем это еще более удивительное, то, что Аллах тебе дал, то, что мясо отравленной овцы, после того, как она уже была пожаренным, это жареное мясо овцы заговорило с тобой и сказала тебе: «Ля та'кульни фа инни масмуматун я Расул Аллах». Не ешь меня, я отравленная, о посланник Аллаха. Я жертвую ради тебя моим отцом и матерью, о посланник Аллаха. Если Саидуна Нух
если Нух, алейхиссалям, он делал дуа. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Роббана ла тадар аля арды миналь кафирина дайяран. О Аллах, сказал Нух, из этого моего народа больше никто не уверует. Больше уже никто не верит. О Аллах, всех этих кафиров, всех этих неверующих уничтожь. Сайиди я Расуль Аллах, ты же после того, как столько ты потерпел от твоего народа, когда на твою спину, когда топтали твою спину, когда твое лицо было окровавлено, когда нанесли глубокую рану на твоей голове, когда выбили тебе зуб, во всех этих ситуациях, я Расуль Аллах, ты не сделал дуа твоему народу, кроме как ты сказал: Аллахумма хди кауми фа иннахум ла я'ламун. О Аллах, наставь мой народ, они не ведают, что творят. Я жертвую ради тебя своим отцом и матерью, я Расуль Аллах. Лакад балага мин касрати ман иттабаака аля киллати умурика ва киллати синника ма лам яттаби нухан ма касрати синнихи. Я Расуль Аллах, ты хоть мало лет прожил и мало лет ты призывал, тем не менее за тобой последовало столько народу, сколько не последовало за Нухом, алейхиссалям, хотя он столько лет прожил и столько лет призывал. И о нем в Коране Всевышний Аллах сказал: «Вама амана мааху илля калиль». С Нухом уверовавших было очень мало. Я жертвую ради тебя своим отцом и матерью, я Расуль Аллах. Если бы ты сидел бы только с достойными, если бы ты сидел бы только с достойными, ты с нами не сел бы, говорит Умар. Если бы ты ел только с достойными, ты с нами трапезу не совершал бы. Если бы ты выдавал бы замуж и женился только на достойных, то ты не выдавал бы замуж за нас и не женился бы на наших. Однако, я Расуль Аллах, ты сидел с нами, ты уделял нам внимание, ты ел с нами в одном маджлисе, ты выдавал замуж за нас и женился на наших. И также ты садился верхом на осла, ты одевал скромную шерстяную одежду. Ты ставил твою еду на землю, и после еды ты облизывал свои почтенные пальцы, проявляя свою скромность. Я жертвую ради тебя своим отцом и матерью, я Расуль Аллах. Наш господин Умар, радiyallahu анху, оживляет свое сердце, находясь рядом с могилой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Всевышний оживил наши сердца, чтобы Аллах Всевышний оживил наши души, подобно тем, как Аллах Всевышний оживил сердца, души и состояния почтенных сподвижников ридвануллахи алейхим. Это и есть, уважаемые братья, любовь, это и есть возвеличивание, это и есть покорность посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Уважаемые братья, все, что в этом дунья мы имеем, это милость Аллаха Всевышнего к нам, которую Аллах Всевышний Азза ва Джалля даровал нам биваситати сайидина Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, из-за уважения к пророку Мухаммаду алейхи салату вассалям. Абу Катада, радiyallahu анху, сподвижник нашего пророка алейхи салату вассалям, в достоверном сборнике имама Муслима приводится его история, что однажды Абу Катада сопровождал пророка алейхи салату вассалям одном из газаватов. Он ехал рядом с пророком саллаллаху алейхи вассалям. И Абу Катада замечает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям начал дремать, и он уклонился в одну сторону. Абу Катада, радiyallahu анху, подъехал на своем верховом животном и начал подпирать пророка, алейхи салату вассалям, поддерживать его. Потом, после этого, он видит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, опять время прошло, опять он начал дремать, и опять он начал на одну сторону уклоняться. Абу Катада, радiyallahu анху, опять подошел, подскакал и рядом стоит и поддерживает пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В третий раз пророк, алейхи салату вассалям, когда он засыпал, и, конечно, мы знаем, как в хадисе пришло от пророка, алейхи салату вассалям: «Танаму айная валя янаму кальби».
мои глаза спят, но сердце мое не спит, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Его сердце всегда Всевышним, его сердце не знает отвлечений. И как в это время, когда третий раз Абу Каттада, радийаллаху анху, поддерживал пророка, алейхиссалату вассалям, переживая за него, Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, он проснулся и спрашивает: кто это? Это я, Абу Каттада, и твой слуга, я Расул Аллах. О, Абу Каттада, с каких пор ты здесь рядом со мной? Абу Каттада говорит: с самого начала ночи. Как ночь началась, я рядом с тобой был, я Расул Аллах. Пророк, алейхиссалату вассалям, тогда делает ему дуа: хафизакаллаху кама хафаста набияху. Как ты пророка сохранил, так пусть Аллах тебя сохранит. Эта дуа, уважаемые братья, она касается не только Абу Каттады. Она касается каждого, кто помогает своему имаму, кто помогает тем людям, которые распространяют ислам, распространяют сунну пророка, алейхиссалату вассалям. И поэтому у вас тоже должен быть чистое намерение ради Аллаха поддерживать. Имам работает на пути Аллаха, имам старается служить своему джамаату, джамаат тоже должен быть рядом со своим имамом, должен быть. Это не только в этой, любой мечети, где бы мы ни были. И если ты спросишь, как я могу защищать, как я могу поддержать, помочь пророку. Абу Каттада, такой счастливый человек, он рядом был. Ты тоже поддержи. Хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, знания, проповеди, насихат, тех людей, которые распространяют ислам, распространяют истинные знания, рядом с ними побудь. Поддержи их, если они вдруг будут уклоняться, ты тоже им будь опорой. И для тебя тоже, иншаллах, дуа от пророка, алейхиссалату вассалям, пусть Аллах сохранит тебя, подобно тому, как ты сохраняешь тех людей, которые являются наследниками пророка, алейхимуссалату вассалям. Ибо в достоверном хадисе пришло, что ученые люди, они есть наследники пророков. И они не оставили в наследство ни дирхамы, воистину они оставили знания. Поэтому тот человек, кто сохраняет то наследие, которое осталось нам от пророка, алейхиссалату вассалям, это равносильно, что он сохраняет и что он находится рядом с самим пророком, алейхиссалату вассалям. Пусть Аллах Всевышний делает так, чтобы вот эти смыслы и именно это правильное направление и правильное представление, которое было в сердцах наших праведных предшественников, чтобы оно было в наших сердцах. Уважаемые братья, возвеличивание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это и есть возвеличивание самого шариата. Посмотрите на историю сподвижника Хузеймат ибн Табит аль-Ансари, радийаллаху анху. Однажды, как приводит имам Аль-Хаким в своей книге Мустадрак, что пророк, алейхиссалату вассалям, купил коня у одного бедуина. Дело дошло до того, что этот бедуин, он не признал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, купил этого коня у него. И он сказал: кто будет свидетельствовать на то, что ты купил у меня этого коня? И тогда это время появляется Хузеймат ибн Табит, радийаллаху анху, и он говорит: я подтверждаю, о посланник Аллаха, что он продал тебе этого коня. И тогда позже пророк, алейхиссалату вассалям, спрашивает у него: о Хузейма, как ты мог подтвердить то, что ты рядом не находился? Хузеймат, радийаллаху анху, говорит: я Расул Аллах, как можем мы не подтвердить тебя на покупку коня, в то время как мы подтвердили тебя на откровение вахью, который тебе приходит с небес? Мы поверили в тебе, все, что ты говоришь, является сидком, истиной. Поэтому, уважаемые братья, когда мы говорим «Ашхаду алла иляха илляллах», я свидетельствую, подтверждаю, что нет другого божества, достойного поклонения, кроме единого Аллаха. И дальше мы говорим «Ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям». Я свидетельствую, что Мухаммад является посланником Аллаха. Это значит, я свидетельствую, что он посланник Аллаха, и все, с чем он пришел, все, что он до нас довел, является истиной. В муснаде имама Ахмада от Саидина Аш-Шихабу Зухри, также Саидина имама Ан-Насаи от Имарата приводится от Хузейма. Хузейма говорит, что этот же самый Хузейма ибн Табит, радийаллаху анху, он говорит, что
однажды я увидел удивительный сон. И он приходит к пророку, алейхиссалату вассалям, и говорит: «Я Расуль Аллах, я хочу рассказать тебе мой сон». У нашего пророка, алейхиссалату вассалям, был такой обычай: после утреннего намаза он оставался в мечети, и со своими сахабами он сидел, или сам он рассказывал то, что он видел во сне, а сны пророков являются истинным. И иногда асхабы тоже делились с пророком, алейхиссалату вассалям, и спрашивали, говорили: «Я Расуль Аллах, растолкуй мне мой сон, я тоже видел такой сон». И Хузейма говорит: «Я Расуль Аллах, я видел сон, что я совершаю суджуд». Где? Как вы думаете? На лбу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Саидуна Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, тогда лег на спину и говорит: «О Хузейма, исполни твой сон». И Хузейма делает суджуд Аллаху Всевышнему на лбу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Уже не во сне, а наяву, то, что во сне он видел, Аллах ему дал наяву тоже. Уважаемые братья, поэтому оказывайте уважение ученым людям, алимам, оказывайте уважение, поддерживайте мутааллимов, тех, кто учатся. И вы не знаете, быть может, на сегодняшний день смотришь, такие простые ребята, неприметные, может где-то там бедные, никто его даже не заметит, но из таких людей может выйти такие большие ученые, как имам Аль-Газали, как имам Ан-Навави. Представьте, эти ведь большие ученые тоже, они жили в медресах, им тоже помогали их родители, их родственники, их сельчане. И никто в то время не думал, что кому они помогают, что завтра эти люди станут такими большими людьми, что 1000 лет спустя тоже их имена будут называть. Поэтому уважайте алимов, уважайте мутааллимов. И уважение улямаов, уважение мутааллимов, это есть тоже, в этом тоже уважение пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Уважайте шариат пророка и тех, кто доводит этот шариат, и вам тоже будет уважение от Всевышнего Аллаха и Его милость. Возвеличивайте сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и воистину мы очень сильно нуждаемся сегодня вспоминать их, дабы брать с них пример, как любить пророка, алейхиссалату вассалям, как возвеличивать его шариат, как возвеличивать Коран, как возвеличивать сунну пророка, алейхиссалату вассалям, и как следовать за его нравами. Сабит аль-Бунани, история, которую приводит имам Ибн Хаджар в книге Аль-Матали'у аль-Алия, приводится, что Сабит аль-Бунани, наверное, вы слышали историю про Сабит аль-Бунани, очень часто это ученик и один из самых приближенных к Анасу ибн Малик, радийаллаху анху, который прислуживал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, почтенному сподвижнику. Однажды Сабит аль-Бунани пришел и очень сильно стучится в дверь своего шейха, в дверь Анаса бин Малика, сильным стуком. Я Раббаль Алямин. Кто это может быть? Анас говорит своей служанке: иди посмотри, кто это. И она говорит: это пришел твой ученик, Сабит аль-Бунани пришел. Тогда Анас говорит: не открывай ему дверь, пока не принесешь мне благовония. Она спрашивает: зачем тебе благовония, о шейх? Анас говорит, радийаллаху анху: Сабит аль-Бунани, когда заходит, он не уйдет, пока наши руки не будет целовать, он не выходит. И после того, как он умастился благовониями, Анас, радийаллаху анху, после этого разрешили войти Сабиту. Сабит один из больших передатчиков хадисов, он из табиинов, который очень близкий, самый близкий человек к Анасу ибн Малик, радийаллаху анху. И Сабит заходит, плача, к Анасу бин Малику. Анас говорит: о Сабит, почему ты плачешь? Сабит говорит: я Саиди, сегодня у меня был такой сильный шаук,
такое сильное желание и любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, что я не смог находиться там, где я был, и я быстро прибежал к тебе. Анас говорит, от меня что хочешь, говорит. Сабит говорит, я Саиди, ты твоими этими двумя глазами смотрел на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Он говорит, да, смотрел. Тогда он встал и поцеловал его оба глаза. Потом он спрашивает, я Саиди, ты этими твоими двумя ушами слышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Анас говорит, да, слышал. Он встал и поцеловал оба уха Анаса, радийаллаху анху. Затем снова сел и говорит, я Саиди, халь варатталь маа биядика хадихи аля сайидина Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям? Ты твоими этими руками поил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Анас говорит, да. И он встал и поцеловал обе руки Анаса. Затем сел и говорит, о Анас, о мой учитель, ты этими двумя ногами ходил по нужде пророка, алейхиссалату вассалям? Он тебя куда-то отправлял по своим делам, и ты ходил? Он говорит, да. И он встал и поцеловал ноги Анаса, радийаллаху анху. И вот это такие наши праведные предшественники, уважаемые братья, которые, как мы вначале сказали, у них, если знание было соль, мука у них была адабом. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Всевышний нас тоже вернул к Всевышнему Аллаху прекрасным возвратом, чтобы Аллах Всевышний Азза ва Джалля исправил нас тоже, исправил наши сердца, испорченность наших сердец, испорченность наших состояний от худшего к лучшему, чтобы Аллах нас исправил, чтобы Аллах Всевышний вселил в наши сердца любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, к его чистой семье, к его славным сподвижникам, и к любовь к 4 имамам и другим праведникам, уламаам, аулияам, и чтобы мы шли по ихнему пути. Акулю кавли хада, ва астагфируллаха ли ва лакум, фастагфируху, иннаху хувал гафуру рахим. Амин.